захват Вахани аварами в 1785 году. Одним из важных этапов похода 1785 года стало взятие крупной укрепленной крепости Вахани, расположенной на территории нынешнего Харагаульского района Грузии, то есть в исторической Имеретии. Согласно В. Пота, русские батальоны поспешно повернули назад и заняли у Тифлиса опять центральную позицию. Между тем, дойдя до Ахалцыха и узнав, что Сулейман-паше запрещено открыто действовать против русских, Омар-хан потребовал содействия царя Имеретинского, но, получив отказ, вторгся в его владение и осадил пограничный замок Вахан. Согласно журналу ведения военных действий русского отряда, события вокруг крепости Вахани развивались следующим образом. 25 октября. По известию, что Омар-хан вступил в Имеретию, батальоны и артиллерия с пятидневным провиантом, ибо более Анага не было, выступили из Тифлиса и расположились на поле Мухранском. 27 числа. Омар-хан, имея 6000 авар, даджавахетов и прочих Ахалцыхской области жителей, более 1000 человек, атаковал в Имеретии замок Вахан, принадлежащий князьям Абашидзевым и лежащий на границе Имеретии с Карталиниею. Российские батальоны спешили в ту сторону и 30 числа прибыли в Суром, куда и царь Ираклий прибыл с 2500 грузин. Царь Имеретинский Давид на освобождение Вахана прибыл к деревне Морели, имея своих идодиановых войск 12 тысяч. Он желал соединиться с царем Ираклием 1 ноября при деревне Небазире и оттуда вообще действовать против неприятеля. Но неприятель 31 октября не мог взять Ваханский замок силою, хотя 2 раза делал опыт подорвать его порохом. Коварством находящегося у него грузинского князя Гедивана выманил осажденного князя Кайхосра Абашидзе, имевшего в супружестве старшую дочь царя Соломона, и еще 2 той же фамилии князей под видом примирения. Князь Абашидзе, понадеясь на находящегося при аварском хане имеретинского князя Папуну Церетели и еще одного из князей Абашидзе, которые вели аварского хана в Имеретию, вышел с надеждой освободиться посредством их от осады. Но их связали и сделали пленными. Оставшиеся в замке могли еще держаться, и на то было решились. Но увидя тиранские муки, коим подвергал неприятель владельцев Вахана, и что неприятель всходил уже на стены, принуждены отпереть ворота. В замке было обоего пола до 700 душ. Все мужчины преданы смерти, кроме князей, а строения в замке обращены в пепел. Цари Ираклий и Давид, узнав о взятии Вахана, предположили преследовать неприятеля, полагая, что он пойдет мимо Тишхет. Но он 1 ноября, ночью, убрался от Вахана к Ахалцыху наитруднейшую и почти непроходимую дорогою через горы, и 2 числа весь скрылся. Посему мы возвратились к Куре и расположились ниже деревни Чалы, Будков. Есть также сведения, что Омар-хан Аварский после Ваханского дела возвратился с дагестанцами в Ахалцыхе и там, на зимовье, расположился. Порта приказала удовольствовать войски его провиантом и фуражом на 4 месяца. Омар-хан, по взятии Вахана, намерен был с Сулейман-пашою идти в Грузию, взяв еще из Ахалцыха 3000 турков и 10 орудий. Но когда все было к походу готово, Сулейман-паша получил тайный ферман от Порты, запрещающий явно действовать неприятельски на Грузию, Будков. После захвата Вахани Умаханом, крепость так и не была восстановлена.